какой стороны сидел? Слева? Справа? Да. Да, машина не закрытая стояла. Человек не хочет давать комментарии. С кем я разговариваю? С кем я разговариваю? Я же вам, Представьтесь, пожалуйста. представился. С 25 июня по 6 июля сотрудники Госавтоинспекции города Якутска перешли на усиленный вариант несения службы. И во время данного усиления инспектора дорожно-патрульной службы будут проводить рейдовые мероприятия, а также массовые проверки водителей на состояние опьянения, а также водителей, нарушающих правила дорожного движения, которые выезжают на полосу для встречного движения. Также не обойдут стороной пешеходов, велосипедистов и мототранспорт. Если так взять, только за июнь месяц, не только на территории города Якутска, и по всей республике было зарегистрировано более 50 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, где, к сожалению, погибло 9 человек и более 70 получили различные травмы. Сегодня в рамках рейдовых мероприятий было передано то, что по улице Дзержинского двигается мотоцикл и не останавливается на законные требования сотрудников полиции. Данный водитель мотоцикла был остановлен на перекрестке улицы Лермонтова-Кирова. Сотрудниками проводится профбеседа, будет составлен протокол, а мотоцикл будет отправлен на штрафстоянку. В ходе проверки по базам ГИБДД было установлено, что водитель не имеет водительского удостоверения и права, а конкретно категорию А. Прибор готов. Дуете до того, пока щелчка. Хорошо? Сильно дуть надо. Да. Не торопясь. Дуйте. Все. Так, идет анализ. Ноль. Это что значит? Это значит, что у вас не установлено состояние алкогольного опьянения. В своем бумажном носителе. Пьяных водителей на дорогах не должно быть, потому что это преступники. Меня остановили, думали, что пьяный водитель. В принципе, со мной обращались нормально, корректно, разъяснили все. Я понимаю, что нужно проверить всех подозрительных. Поэтому я тоже честно вытерпел, пока приехала машина. В принципе, ничего страшного нету, если ты трезвый. 27 числа на перекрестке Лизы Чайкиной и Тимирязева была замечена автомашина, которая проехала на большой скорости без включенных фар. Данная машина была остановлена здесь, против дома 2А Лизы Чайкиной. За рулем находилась девушка, которая была с признаками алкогольного опьянения. От нее сильно шел запах алкоголя. На нее был составлен административный материал по статье 12.8 части 1 «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения». Состояние алкогольного опьянения было установлено с применением технического средства измерения АЛКТ-6810. Транспортное средство задержано и доставлено на специализированную стоянку ООО «Фаэтон». В ходе рейда может случиться всякое. Вот на этот раз был задержан подозреваемый в угоне, естественно, в состоянии алкогольного опьянения. Как объяснил нам потерпевший, который вышел буквально на 2 минуты, он просто забыл закрыть дверь. Он сказал, что такое может случиться с каждым, однако сотрудники полиции среагировали фактически молниеносно. Я приехал к себе на работу, буквально просто зашел, должен был забрать парня и вышел. И меня угнали машину. Для меня это какой-то шок, потому что никогда у меня машину не угоняли. И я все время об этом представлял, как угоняют машину. Выходишь типа резко и нету машины. И вот это вот свершилось со мной, то что 2-3 минутки, представьте себе, засеките на секундомере 2-3 минутки. Я захожу, выхожу, нету машины. У меня сразу в голове, то есть, он далеко не уедет. Я сразу звоню 127, рассказываю всю ситуацию, сажусь сразу, у меня в гараже другая машина стояла, сажусь за другую машину и начинаю, ехать, куда сердце подсказывает. И я, получается, ехал вот в эту сторону, в сторону Лермонтова, по Вилюйскому. И как раз в этот момент, пока я по телефону объясняю все, сотрудникам, то есть, по телефону диспетчерам, и они объясняют то, что как машина выглядит, номера, я все это передаю им, и они мне перезванивают буквально, когда я уже был на Ростелекоме, то, что вашу машину остановили на Кирова, Лермонтова. И я сразу сюда тоже приехал и вообще обрадовался, что в машине много чего ценного лежало. И все на месте, он не успел ничего. То есть
Большое спасибо сотруднику, который за ним бежал. Он, получается, догнал его, и он вышел с машины и убежал, а он его догонял. Тоже как бы, ну, классно работает. То есть буквально за полчаса мы догнали все и все на месте. Приношу большую благодарность инспекторам ГИБДД Муслиму и Николаю. Вы очень четко сработали, быстро. Блин, все произошло за полчаса. Вот такой реакции от вас прям вот реально. Я думал, я уже не догоню ни машину, ни деньги, ничего. Прям очень сильно благодарен. Еще раз скажу Всегда, вам, пожалуйста, это наша работа. Патрулирование дежурной части Байкал. Поступила информация об угоне. И последовали в ту сторону. И навстречу к нам на перекрестке Лермонтов, Великий переулок, заметили данную автомашину. Мы служебные машины перегородили и отправили в сторону автомашины. Когда хотели... Водитель выбежал и попытался убежать. Но мы его задержали возле дома Лермонтова 49. Согласно федеральному закону номер 3 статьи 20, применили физическую силу. Видео засним. Так, это же не видео. 0063, видео какое у него? Куда делать, что делать, ставить убрали. 127. Да, нас короном остановили. Я убегал. Ну а зачем убегал-то? Ну не знаю. За рулем сидел? Нет, конечно, нет, не сидел. Нет, я за рулем не сидел. Вы же, Крутой, что ли? Вы же на мои вопросы не Крутой, отвечаете. что ли? Ну, а я пешком шел туда. Ну а зачем убегали? Нормально ничего не можете пояснить. Что, как и почему? Ну вот так я пешком шел и не убегал от вас. Как вы оказались Зачем в этой вы машине? меня догоняли тогда? Я вас не догонял, вот вас инспектор догнал. Ну, а вы кто?